друзья, совершенно другая уже история Сольвычегодска, да? Когда отсюда Строгановы переезжают, это происходит уже в конце 17 века, в начале 18-го, они уже навсегда покидают Сольвычегодск и практически не возвращаются. Потом Строгановы, когда уже стали баронами и графами, они, можно сказать, забыли уже, да, про свою отчину. Соливаренный промысел потихоньку сходит на нет, потому что промыслы, которые на Каме, они гораздо богаче рассолом, то есть он более концентрированный, себестоимость дешевле, выгода больше, отсюда соливарение потихонечку уходит. Промышленности больше никакой в городе не существовало, и как и до сих пор не существует. Потихонечку городок приходит такое, ну, запустение, наверное, как-то очень резко сказано, но он становится тихим, уездным городом. И становится местом политической ссылки. То есть один из первых ссыльных политических, кто здесь побывал, это был дядя Александра Сергеевича Пушкина Павел Исаакович Ганнибал. Шороху навел в Сольвычегодске неимоверного, то есть буйным нравом отличался, злоупотреблял алкоголем, занимал у местных купцов большие суммы крупные денег, с утра просыпался и из окна стрелял из пушечки. Я проснулся, город Сольвычегодск, что вы все спите? Я проснулся. Ну, за буйный нрав, в общем, начали жалобы на него поступать. Сначала местному городничему, а тот уже дальше в Вологду отправлял, в Вологодской губернии, да, Сольвычегодск носился в тот период. Ну, и в итоге Павел Исаакович был отправлен на Соловки уже в гораздо более жесткие условия. Вышел оттуда, в общем-то, уже больным человеком, очень быстро как-то завял. Хотя здесь жил довольно-таки привольно. И вторым по известности, да, ну, нет, наверное, по известности, скорее первым, да, политическим ссыльным города Сольвычегодска был Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сталин. Сюда он попал первый раз в 1908 году, был сослан на 2 года, но в 1909 году он совершает отсюда побег. То есть он, по воспоминаниям местных жителей, то ли выиграл денег в карты, то ли ему под видом карточного выигрыша были переданы деньги. Он, переодевшись в женский сарафан, меня, правда, всегда смущает вопрос, а усы вот, сбривал или представлял как. Перебрался через Вычегду на лодке, добрался до Котласа, там пересел на железную дорогу и поймали его только через полгода в Баку. Поймали, отправили обратно. Поражает немножко мягкость наказания, то есть он сбежал, но ему даже срок ему не добавили. Единственное, стали за ним наблюдать больше, то есть он был, не находился под надзором в период первой ссылки, а во вторую ссылку, да, когда его вернули, за ним уже постоянно наблюдали 2 человека. Первую ссылку он жил в доме напротив, вы обратили внимание, да, что там табличка тоже висит. Домишко тоже наш, музейный, планируется реставрация вот в этом году. Хотим приспособить его тоже, да, то есть сейчас состояние аварийное. Когда его вернули из побега, он обнаружил, что хозяин дома продает дом и вместе с семьей переезжает. Видимо, он уже был знаком с хозяйкой вот этого дома, Марией Прокопьевной Кузаковой. То есть он сразу же без раздумий заезжает жить к ней, вот в эту самую комнату. Мария Прокопьевна сдавала ссыльным вот, по полдому, сама жила в той половине в хозяйской, да, которую мы проходили через нее. Что Сталина здесь привлекло? Ну, во-первых, уже знакомство с Марией Прокопьевной. Возможно, не только знакомство, вернее, даже вот уже все, уже известно, что не только знакомство, да, то есть проводили недавно, я видел, в Атлиине показывали генетическую экспертизу, и все однозначно уже решено, что Мария Прокопьевна родила сына, да, вот Иосифа Виссарионовича. Ну, это дела их, в общем-то, да, не музейные.
Что еще удобно в этом здании, то есть есть отдельный вход. Мы сейчас проходили по тропиночке, когда вы видели крылечко дополнительное, и вот прямо через вот эту дверь он мог в любое время дня ночи попадать, то есть не беспокоить хозяйку с детьми, которая вот в той части дома проживала. Как жили ссыльные? Он получал пособие 7 рублей 30 копеек. На эти деньги можно было 3 коровы или 2 лошади. Это в месяц, да, то есть государство выделяло вот такие средства. Причем, по воспоминаниям местных жителей, он еще постоянно ходил на почту и получал переводы от друзей. То есть, сейчас, мы бы сказали, подогревали его, да, товарищи. Грили. Да, да. Жил довольно-таки привольно, мог общаться, ходить куда хочет, тем более до побега. Ходил в библиотеку, общался много со священником, с местным. Вино употреблял, как красное, да, любил, было оно и здесь. Но на месте ему не сиделось, человек был очень активный. То есть даже в период второй ссылки он писал отсюда письмо Ленину, в котором, дословно не процитирую, но при содержании следующее. «Могу сняться в любой момент, но хотелось бы срок до конца здесь провести, потому что легальному легче». То есть он вполне мог, в общем-то, избежать, да, по его утверждению. Последние 3 дня в Сольвычегодске он провел в тюрьме. К сожалению, мы сегодня не посмотрели с вами, уже просто времени не хватает. Само здание сохранилось, прям камеры сохранились, там двери с окошечками. Тоже хотим мы в пользование взять себе и создать на базе вот этого здания еще один музейный объект, довольно-таки интересный. По воспоминаниям хозяйки, она вернулась домой, нашла деньги за месяц за проживание под салфеткой, и, в общем-то, и все. А он собрался и матрас с подушкой собрал, да. И сейчас даже примета такая есть, что когда говорят, что там, с тюрьмы кто освобождается, то они все с собой собирают для того, чтобы не вернуться сюда никогда. Ну, вот, видимо, тогда такое же поверье было. Я не думаю, что ему был смысл таскать с собой матрас с подушкой. То есть вся вот эта обстановка, она и даже расстановка, она создана именно по воспоминаниям Марии Прокопьевны, когда в 30-е годы, в 34-м, если я не ошибаюсь, государство выкупает у нее вот этот дом для того, чтобы создать здесь музей Сталина. Вместе с мебелью, вместе с утварью своей, даже еще фикус был. Ну, конечно, фикус до наших дней не дожил, но вся вот эта мебель, она расставлена именно по воспоминаниям хозяйки, именно так она стояла во время проживания здесь Сталина.